Все провокация. Дорогие жители, граждане Чувашской республики, мы собрались здесь, потому что на нас движется реальная угроза. Это депутат Госсовета от «Единой России», который от нас убегает. Господин Райфинов, почему вы от нас убегаете? Наверное, принятие решений по пенсионному возрасту – это тоже вынужденная мера, наверное. Мы против завода! Мы против завода! Кто виноват в сложившейся ситуации? Ну кто у нас один? Путин. Всем привет, это Семен Кочкин. Мы находимся в Кудесях. Уже скоро здесь начнется митинг против строительства китайского молокоперерабатывающего завода. И сейчас мы узнаем, зачем сюда пришло столько людей. В такую погоду, в дождь, утро, далеко от центра Кудесь. Почему пришли? Рядом живем. В соседней улице. А вот как вы считаете, кто в этой ситуации виноват, что чувашские земли отдаются каким-то ребятам непонятным? Ну, во-первых, думаю, скорее всего, это наши власти, потому что в других регионах такого нет. Если даже взять, например, Татарстан, они сами все перерабатывают, в каждом районе у них есть заводы, население у них трудоустроено, все работают, никуда не выезжают. А у нас в Чувашской республике не так. Я ездил в некоторых местах, был в нашей России. Я видел, что делают китайцы. Они выпиливают лес, уничтожают землю. То есть ничего хорошего не ждете вы от них? Нет. И потому что они уже себя показали, проявили. Кто виноват в сложившейся ситуации? Ну кто у нас один? Путин. Это правильный митинг. Потому что и так дышим всем этим, свалка там рядышком. И еще и построят. Совсем задохнем, все тогда. А дети маленькие, что дышат, что растут. Вот мы поэтому против. Ну вот когда говоришь, что завод нужен, вот как вы, что вы думаете по этому поводу? Ну, если нужен, пускай строят, но не здесь. У себя на родине. Конечно. Китайцы у себя на родине свои заводы пускай строят. А проблема в том, что они просто как бы другой национальности или в чем-то другом? Нет, мы Мы не против то, что они другой национальности или еще что-то. Как вот правильно спикеры сегодня уже сказали, то, что есть куча других земель в других местах, которые просто пустуют. Почему бы действительно завод просто не построить там, если они уж очень сильно хотят? Почему строить нужно именно там, где плотное население? То есть заселенность и так здесь, скажем так, не на самом низком уровне. Поэтому, исходя из всего этого, завод можно построить, если они хотят. Но он не здесь должен быть ни в коем случае. И поэтому, протестуя против завода в Чебоксарском районе, мы сегодня и стоим здесь. Не перебивайте. Не ухватывайте микрофон. Раздали слово, дайте договорить до конца. Это несправедливо. Я тоже хочу высказать свое мнение. Я считаю, что это все провокация. Я кратко сейчас скажу по этому поводу, да. Возможно, да, китайские инвестиции нужны. Возможно, заводу нужны. Не так земли нет в Чебоксарском районе. Все уже просто распродано. А кто виноват в этом во всем? А это виноват это администрация. Кто виноват? Да, кто выше стоит, не выше. Ну а кто выше стоит? Вон, наверное, кто выше стоит. Ну а что за начальство? У них есть имена у начальников-то? Все. Дело в том, что у нас почему-то промышленность и производство не только сельхоз находится в упадочном состоянии и усугубляется ситуация. Но вместо того, чтобы поднимать собственных производителей, это, в принципе, все говорят. И в Цивильском районе у вас в ролике было сказано, люди совершенно правильно говорят, отмечают, что у нас земли выделяются с большим трудом местным жителям, местным производителям. А почему-то китайцам дают зеленый свет, и причем не то, чтобы в аренду дают, а в собственность. Судя по тому, что они сделали, китайцы, имею в виду, в Порецком районе, там использовали поле, а после этого больше там ничего не растет. Даже сорняк не растет. А что они здесь делают? Что они здесь натворят? Это не их земля, это не их родина. Они здесь как используют, все соки выжмут из нашей, а нам здесь жить. Я за детей беспокоюсь, поэтому. Испортит экологию. Да, конечно. Да, маленькие ребенки, вас все. Надо постараться за них. Здравствуйте. Вы... Ой-ой-ой, что это такое? Что вы делаете? К вам можно подойти?
Вот отсюда не видно, но вообще это депутат Госсовета от «Единой России», который от нас убегает. Господин Рафинов, почему вы от нас убегаете? Вы же депутат от «Единой России». Куда вы? Вы за строительство завода? У нас же дети здесь работают. Вы за строительство завода или против? Это же онкология. Ну что это такое? Ну что, не ответите нам. Ну вот чего вы? Сегодня он является главой. Заводу рядом с Михаила Васильевича мы все знаем как человека ответственного, честного, и он будет учитывать мнение жителей, проживающих на сегодня нет решения о строительстве завода. Ну вот а вообще вот «Единая Россия» как относится к строительству завода? Все должно быть в рамках закона. Значит, наверное, пренебрегать мнением жителей мы не можем. Не будете пренебрегать. Ну, конечно. Ну как это? Мнение жителей должно учитываться. Ну, значит, не зря не выходят. Чтобы вы слышали. Я думаю, значит, эти вопросы не на митинге надо решать. Ну, а где? Не на улице решать. Эти вопросы надо решать в рабочем порядке, значит, в кабинете. Да. Это все связано с активностью вот перед предстоящими выборами. Перед выборами. Я считаю, что это с этим связано. Ну, вот смотрите, ну как бы вот «Единая Россия» выдержала повышение пенсионного возраста. Потом еще принял кучу всяких законов. А потом выступаете вот за завод. Поэтому люди и против. Наверное, принятие решений по пенсионному возрасту — это тоже вынужденная мера, наверное. Сейчас очень резко сокращается число работающих, которые платят страховые взносы в пенсионный фонд. Пенсии, они у нас выплачиваются из средств пенсионного фонда, согласно законодательству. Проблема то, что у пенсионного фонда нет денег. Да, у них не там хватает. 20 в каждом регионе. Ну, это, наверное, не машины моя. у них это, там, наверное, самолеты. не моя компетенция. Ну, не ваша компетенция, да. Здравствуйте, дорогие жители и граждане Чувашской Республики! Мы собрались здесь, потому что на нас движется реальная угроза. Угроза захвата наших земель. Китайская фирма уже озвучила свое намерение взять долгосрочную аренду, либо купить у нас 1/5 сельхозземель. Чиновники, которые открыто лоббируют интересы китайской фирмы, это явно. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Власть обязана прислушаться к мнению людей. И только объединившись, мы сможем отстоять наши права. Ну и подписывайтесь на наш канал. Вместе мы добьемся справедливости.